Я вообще в Крыму родился и здесь бывал с детства на татарских свадьбах, на крымстарских свадьбах. И меня всегда привлекал блеск трубы. Вот, у нас на свадьбах часто играли музыканты из Новониколаевки, известные. Вот, и привлекал блеск трубы, и я хотел трубачом быть. Ну, родители так косвенно настраивали на музыкантскую жизнь. Вот, и в 6 лет я рано пошел в школу, возвращаюсь как-то из школы, захожу в прихожую, а там футляр открытый. И внутри зелененький аккордеон «Малыш». И отец сидит, говорит: будешь играть на аккордеоне? Я сразу ответ не нашел, потому что я хотел на трубе, а тут внезапно аккордеон. Вот. Я задумался. И он, увидев, что я задумался, он говорит: ну, если не будешь, тогда я отдам аккордеон второму сыну МЖшки, и Ремзи будет заниматься. Вот, наверное, вот сыграла детская жадность, что ли, отдать новенький, еще с запахом лака аккордеон. Говорю: нет, я буду заниматься. И вот в 6 лет взял аккордеон в руки. Вот так пришел в мир музыки. Взаимовлияние культуры, оно было всегда. Да, и мы сегодня можем, конечно, говорить, что вот мы сегодня находимся в этом процессе, глобализация и так далее, но, извините меня, а самоидентичность, твое национальное «я», да, ты обогащайся, слушай кавказскую музыку, слушай, там, я не знаю, восточную, азиатскую музыку, что-то интересное для своей культуры возьми, но ты обогати этим свою культуру. Ну, не так, чтобы отодвинуть свою и вот делать моду из пришедших элементов, из пришедших каких-то образцов культуры. Это неприемлемо, я считаю. Ну, в связи с известными историческими событиями мы утратили, конечно, много инструментов. Ну, первый, самый, казалось бы, примитивный, но он такой инструмент, который располагал к себе, который трогал за душу, это чобан хавала, да? Это прелесть, если послушать этот инструмент. Можно говорить, что мы утратили сантыр. У нас сегодня нет исполнителей на сантыре. Мы утратили саз, кеманча, мы эти инструменты утратили, но сегодня идет процесс возрождения. Мы утратили основу, мы утратили методологию обучения на этих инструментах. Пусть это народная, но методологию, тем не менее, какая-то народная методика была обучения на этих инструментах. Сегодня то, что мы исполняем на этих инструментах, в ансамблях хором, у нас на кафедре ребята играют, это все, поверьте, ну как говорят, методом тыка. Стройной такой методологической системы нет в этом, к большому сожалению. Но я глубоко убежден, я надеюсь, что этот день настанет, когда у нас будут здесь профессиональные преподаватели. Во-первых, само понятие музыки для меня это нечто такое, что дано свыше. Иностранец должен сначала пожить среди нас, послушать нашу речь, крымско-татарскую речь, а потом уже после этого послушать звучание инструментов, наших инструментов. И не просто вот с точки зрения такого гедонистического, да, восприятия, там, для развлекательного, а вот углубляясь в уровни или постигая уровни, вот настроить себя вот на такое слушание. Музыкальная речь и вербальная наша речь, они очень гармоничны, очень органичны. И только через такой путь, я считаю, он постигнет глубже, нежели просто прийти на крымстарскую свадьбу и послушать. Это актуальная проблема для нашего оркестра, потому что если сравнить оркестр, скажем, русских народных инструментов, украинских народных инструментов, азербайджанских, для них специально сегодня уже пишут произведения для оркестров народных инструментов.
У нас еще ни одно произведение для этого оркестра не написано. И нам приходится брать произведения значит, крымско-татарских композиторов, написанных для фортепиано, для аккордеона, для симфонического оркестра, и перекладывать на наш оркестр. А также мы берем в репертуар произведения композиторов ближайших культур или родственных нам культур. Крым для меня, ну, знаете, может быть, это популярно, уже все так говорят, но это моя жизнь. Я здесь родился, вырос, я здесь формировался как патриот, как профессионал, как специалист. Это для меня все. Крым для меня это песни моего народа. Ну, это все. Для меня это все. Это нечто такое необъятное. Ну, все говорят, для меня это моя жизнь. Ну, я тоже здесь не буду оригинальным. Знаете, я не жалею, что я живу в эту эпоху. Каждому человеку в разные эпохи дается свое время, свои возможности и так далее. Я считаю, что ну, раз Богу было суждено родить меня в этот период, я должен реализовать себя в полной мере, чтобы сделать все максимальное, что я могу сделать для семьи, для своего народа, для моих студентов. Человек, независимо в какую эпоху он живет, он должен быть гармоничен с этой эпохой и максимально себя реализовывать во благо. Да, интересно было бы заглянуть в тот период. Вот мы сегодня в оркестре играем произведение Борагази Гирайхана, да, но мы ведь трактуем с точки зрения сегодняшнего дня. Поэтому вопрос, интересно, как же это звучало тогда? Мы можем только догадываться. И через чтение литературы, познание той эпохи, через различные источники, да, мы можем только приблизиться духовно и все эти музыкальные звуки, все эти интонации приблизить к той духовности, к тому духовному уровню, который был тогда. Ну а так, конечно, мысль посещает. Интересно было бы заглянуть в ту эпоху. Вот. Но я не жалею, что я живу сейчас. Я знаю, чем я должен заниматься, я знаю, чем могу заниматься и буду заниматься.